Наш эфир продолжит брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и принимаемых мерах против распространения инфекции. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова эпидобстановка в республике на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции остается напряженной. За сутки в республике с диагнозом ковид в медицинские учреждения госпитализировано 123 человека с небольшим повышением относительно дня накануне. Всего за сутки по данным Управления Роспотребнадзора в целом по республике выявлено 3314 случаев инфицированных коронавирусной инфекцией граждан. Днем ранее было зафиксировано 3211 заболевших. Необходимо обратить внимание на определенного рода снижение темпов увеличения количества заболевших в городе Якутске и, соответственно, увеличение количества и темпов заражения в районах республики. Все оперативные штабы районов, так же как и учреждения здравоохранения, работают в режиме повышенной опасности. Прошу прощения. Растет количество выздоровевших на территории республики. За сутки у нас выздоровело 1521 человек, и накануне это составляло 1233 человека. Но на настоящий момент необходимо обратить внимание, что проблемы, которые возникали у нас прежде всего в Вино-Бытантайском улусе, они, соответственно, купированы. Выехала бригада Минздрава Республики Вино-Бытантай для разрешения ситуации. Контролируется также ситуация в Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Намском улусах, Чурапчинском, там, где появляются новые случаи заболевших относительно того количества, которое было днями ранее. Необходимо обратить внимание, что увеличилось число заболевших в Тампонском улусе. Также принимается ряд мер для того, чтобы непосредственно произвести как можно большее количество тестирований и, соответственно, выявление заболевших наиболее ранее для того, чтобы у нас в последующем граждане не тяжелели дома. Необходимо обратить внимание, что выездные дополнительные амбулаторные пункты открыты в городе Якутске. Это уже известный «Триумф», в Мирнинском районе в городе Мирном на базе спортивного комплекса ДЮСШ и в Мегино-Кангаласском улусе на базе врачебных амбулаторий в двух населенных пунктах. В целях того, чтобы непосредственно не создавать очереди в поликлиниках и как можно быстрее протестировать и, соответственно, выявить заболевших, кроме выездов врачей в районах республики начинают расширяться дополнительно амбулаторные центры. На настоящий момент необходимо обратить внимание на вакцинацию, которая проходит у нас в республике. И в целом, говоря о вакцинации, мы постоянно говорим о вакцинации первым компонентом, тогда как сегодня уже необходимо обратить внимание на темпы и на необходимость ревакцинации, начала вакцинации 2022 года, с учетом того, что рекомендуемое действие вакцины имеет 6-месячный срок. Сегодня ревакцинировано 127 322 человека. Это 62% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Особое внимание, я прошу обратить внимание родителей, что перевод детей на дистанционное образование, он направлен на разделение скученности и предотвращение заражений среди больших групп детей. Поэтому прошу, внимание обратить на то, чтобы дети не посещали общественные места. За сутки из всех заразившихся, соответственно, 21 ребенок. В целом по республике около 30% больных в стационарах – это у нас дети. Сегодня медицинские учреждения работают в режиме повышенной готовности. Основные лица, которые у нас находятся и в тяжелом состоянии, и направляются в стационары, это большая группа больных, которые имеют диализные заболевания. И, соответственно, это дети, а также наши пожилые граждане. Поэтому еще раз обращаю внимание на необходимость, соответственно, соблюдения мер безопасности, в том числе и в семье, и в коллективах, относительно этих групп граждан.
Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, я обращаюсь и к руководителям организаций, особенно в жизнеобеспечивающих организациях принимается ряд мер, направленных на тестирование смен, которые выходят на работу. Тем не менее, глава республики обращает ваше внимание на необходимость создания резервных бригад при возникновении коллективных заражений с учетом скорости распространения вируса и его способности распространяться. Ольга Валерьевна, спасибо большое. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии. Ну а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. Работа при высоких нагрузках. За 1,5 недели единый колл-центр Якутска принял более 125 тысяч звонков. Помощь матерям в 2022 году она должна оказываться не только за счет средств республиканского бюджета, а на всех уровнях. В Якутии начался новый проект театра, оперы и балета. За 1,5 недели единый колл-центр Якутска принял более 125 тысяч звонков. В данный момент работа ведется в круглосуточном режиме в 3 смены. Если утром и днем работают по 50 операторов, то в ночную смену вступает 30 человек. Как сообщили в колл-центре, наибольшее количество звонков поступило 24 января. Тогда операторы обработали более 24 тысяч обращений. Напомним, единый колл-центр работает по номеру 122. Дошедших людей всех обучили. Сейчас наши операторы все обучены. Перед каждой сменой они проходят инструктаж. Смен у нас 3. Утренняя, дневная, ночная. Перед каждой сменой проводится инструктаж, на котором разбираются, например, какие-то взаимодействие с поликлиниками и прочее. Понимаете, чтобы не было каких-то задержек, не было, чтобы пациент, например, не сидел и не ждал информацию. Потому что бывает, что они перезванивают, когда будет к нам врач. А так как вызовов очень много, естественно, врачи не могут, вызов произошел, и они сразу же появятся у дверей, правильно? В Мирном откроют амбулаторный центр для людей с ОРВИ. Такое решение принял оперштаб Мирнинского района, чтобы равномерно разгрузить поток пациентов местной поликлиники. Под амбулаторию выделили здание детско-юношеской спортивной школы по Ленинградскому проспекту. Большая площадь и вентиляционная система спортивного заведения позволят постоянно обеззараживать воздух. Амбулаторный прием со 2 февраля будут вести врачи районной больницы и медцентра «Алроса» с 8 часов утра до 8 вечера. Таким образом, в день помощь планируют оказывать 250 пациентам с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Прием в амбулатории будут вести только по предварительной записи. Жителям старше 60 лет рекомендуют вызывать врача на дом. Здесь будут принимать взрослое население старше 14 лет. В центре амбулаторной помощи пациенты с симптомами ОРВИ – это температура до 38 градусов, кашель, насморк, иные признаки ОРВИ смогут пройти осмотр у врача, сдать экспресс-анализ на наличие новой коронавирусной инфекции. При положительном экспресс-анализе будет взять материал на тестирование методом ПЦР. Также хотим уточнить, что в связи с особенностями лечения детей, детское население до 14 лет приглашаем в ОРВИ-кабинет детской поликлиники или сделать вызов на дом. В Обнинском Улусе увеличивается количество больных COVID-19. В данное время число болеющих составляет более 700 человек, из них 168 детей. В связи с увеличением количества больных оперативный штаб района принял ограничительные меры. Во избежание контактов с больными людьми пункт вакцинации перенесли с поликлиники в Дом народного творчества. Также были организованы дополнительные бригады для терапевтических и педиатрических отделений и расширена работа колл-центра. Помимо этого ведутся подготовительные работы по организации вакцинации подростков. По вакцинации детей и подростков сейчас идет подготовительная работа. В детской поликлинике мы все необходимое оборудование полностью оснастили. Медицинским работникам проведена беседа и проводятся инструктажи. При поступлении данной вакцины мы в первую очередь будем вакцинировать детей, именно медицинских работников, которые работают в красной зоне. В дошкольных образовательных учреждениях для особо нуждающихся детей, контингента населения мы открыли в 5 дошкольных образовательных учреждениях Улуса дежурные группы, где охвачено
порядка 60 детей. Якутия «Классика. Современность» – так называется новый проект театра оперы и балета, который стартовал с февраля и продолжится ровно год. Цикл концертов посвятили столетию Якутской ССР. На первом концерте побывала наша съемочная группа. Непривычно пустые ложи и портеры. Несмотря на это, артисты театра оперы и балета волнуются, как при полном зале. Первый концерт проекта «Якутия. Классика. Современность» проходит в онлайн-формате. То есть насладиться концертной программой теперь могут все жители республики. Достаточно купить билет на сайте и там же подключиться к концерту. Необходим лишь интернет. Никаких движений не делают. Артистам, солистам очень сложно, потому что они привыкли петь для зрителей. А тут свет в глаза и напряжение есть такое у солистов. Специфика есть. Основной упор делаем на звук и на свет. В течение года в концертах прозвучат лучшие якутские песни, по-настоящему вечные произведения народа Цаха. Каждая программа будет посвящена определенному направлению и временной вехе. Несмотря на то, что сегодня в республике действуют ограничительные меры, мы решили работать онлайн, потому что для нас очень важно, чтобы наша труппа, наши артисты были в форме, и чтобы наш зритель мог насладиться нашим творчеством театра оперы и балета в режиме онлайн. Поэтому мы ждем всех зрителей на наши спектакли и концерты в онлайн-режиме. Коллектив театра в юбилейный год планирует большие гастроли в городах Урала. Также Международный день танца в апреле состоится уникальное событие. Это мировая премьера балета Дягилев сезона. А год завершится у артистов на сцене Большого театра. Там планируется грандиозная премьера национальной оперы «Нюргун Ботор. Стремительный». Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Якутск. В 2022 году помощь матерям должна оказываться не только за счет средств республиканского бюджета, а на всех уровнях. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что многие муниципалитеты могут подключиться к решению этого вопроса, а также то, что коммерческие компании в рамках своей социальной ориентированности и готовы решать определенные вопросы у своих же сотрудников. Глава республики выразил уверенность, что в 2022 году родится больше детей, чем в прошлом. Так, с начала года в республике родилось 865 детей. За январь 2022 года на свет появилось 456 мальчиков и 409 девочек. Таковы новости к этому часу. Мы с вами прощаемся.